Жизнь на Земле — это взаимосвязанная система. Согласно концепции биотической регуляции, только жизнь создает условия для жизни. Только естественные экосистемы способны регулировать климат и практически все характеристики окружающей среды. Сегодня мы живем в рамках шестого вымирания видов. По вине человека разрушено более половины экосистем планеты. Человек стал главной силой, меняющей облик планеты через разрушение природных экосистем. Для остановки разрушения экосистем и потери видов мировым сообществом принята Конвенция о сохранении биоразнообразия и Куньмин-Монреальская глобальная рамочная программа действий, которая ставит перед странами задачи до 2030 года сохранить 30% экосистем и восстановить 30% деградированных территорий, остановить утрату видов. Кыргызстан присоединился к Конвенции и программе по сохранению биоразнообразия. Территория Кыргызской республики является глобально важным регионом с точки зрения биоразнообразия. В стране представлены 22 класса экосистем, однако лишь около 10% продуктивных природных территорий способны к устойчивому самовоспроизводству. И именно они представляют наибольшую ценность для страны и мира. Для достижения глобальных и национальных целей в Кыргызстане разработана государственная программа и план действий страны по сохранению биоразнообразия. Ее основой является экологический каркас, сфокусированный на экосистемах, играющих ключевую роль в регуляции окружающей среды и устойчивого развития. Каркас объединяет ключевые территории биоразнообразия, орнитологические и особо охраняемые природные территории, а также сеть экологических коридоров. Экологический каркас – сеть приоритетных для сохранения экологических территорий, связанных между собой. Каркас – основа регулирования окружающей среды, стабилизации климата и устойчивого развития страны. Природа Кыргызстана испытывает значительное давление. Развитие инфраструктуры, расширение дорог и населенных пунктов фрагментирует природные ареалы, препятствуя миграции животных. Более 40% пастбищ деградированы, снижая их продуктивность и сокращая биоразнообразие. Экологический каркас – это основа для включения природоохранных подходов во все планы развития страны. Именно поэтому все секторальные и национальные стратегии развития, планы пространственного развития территорий должны учитывать экологический каркас. Только так мы сможем гармонично и устойчиво существовать в 21 веке и оставить процветающую страну будущим поколениям. При поддержке ПРООН Кыргызстан укрепляет партнерство правительства, местных сообществ, научных кругов, бизнеса и гражданского общества. Сохраняя природу сегодня, мы защищаем будущее Кыргызстана.